Доброе утро, друзья! Доброе утро у нас уже по традиции начинается с чего? Все правильно. С доброй яичницы. Сегодня у нас яйца не просто яйца, а вот такие. Комикольк. Птицефабрика Зеленецкая. Наши коми-яйца. Едим коми-яйца. Слушаем коми-радио. Сегодня нам рассказывают про Вениамина Чисталева. Так. Проснулся сегодня в 3 часа, в 4 где-то, наверное, половину 4. Посмотрел на улицу и ужаснулся. Поливает ливнем дождь. Ну просто ливень даже, а не дождь, это ливень. Ну что, он мне сегодня всю ночь толком спать не давал. Я сначала думал, что это с крыш капает просто талый снег, а это, оказывается, поливает ливень. Ну, я развернулся и дальше спать. Сейчас время уже у нас 7 час, половина 7. Выспался хорошо. Я понимаю, да, надо бы раньше вставать, сейчас рано светает, но я вам скажу одно. Если не выспаться, потом сидеть кемарить над лунками, это тоже, как бы, организм не надо насиловать. Рыбалка рыбалкой, но человек отдыхать свои 7 часов должен. Так, сколько? Давайте сегодня. Так, сколько? Сегодня завтра утро. 4 хватит. Завтра, послезавтра еще по 3 яичка. Потому что сегодня у нас еще кроме яиц у нас еще будет на завтрак макароны. Ой, не макароны, картошка. Надо съесть ее с ливером. Так, ну-ка давайте сделаем погромче. Мои земляки поймут, о чем это наше коми-радио. Сейчас они поговорят, потом расскажут нам, какая будет погода на сегодня. В этом году весна пришла намного раньше, говорят. Я это сам знаю. Пока выключаем. Сейчас уберем яичницу и подогреем картошечку. Вот такая вот яичница у нас получилась. В Сыктывкаре начнут мыть улицы раствором от коронавируса. Сначала запустили болезнь в республике, теперь пытаются от нее избавиться.
Так. Второй этап. Завтракать надо плотненько, потому что день длинный. Возьмем с собой термос. Поджарка. Поджарка у нас печеночки. И картошечка. На улице просто тепло, может скиснуть, зачем добро пропадать. Оля, може август столичен, если района ВИЧ может гостиное разрешение открыть просто особый. Сезон помощи соли, разрешение СПВП майного сообщества, это входит акта, уна, ну и клиема, верхотка, мога борьба. Если района разрешение СПВП ключом помощи и мод. На подпискована пакета, поэтому днём. Клиема, датку и годмар, даток мустар, ВИЧ, сиенда ВИЧева, сопьяма спайтек, ВИЧ Джоджек, White Мой, Уикула, White Бейс, Джордж Юра, да, Отнусов. Ну вот и завтра готов. Как вы видите, все просто, быстро, вкусно и питательно. Вот и погода. Сообщение синоптиков. Сегодня днем в республике ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь на крайнем северо-востоке без осадков. Ветер юго-восточный 7-12, местами порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 3,8 градусов. Плюс 3,8. В Сыктывкаре температура воздуха была плюс 2 градуса. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 87%. Ветер восточный 3 порывами 7 метров в секунду. Восточный ветер. Ожидается дождь. Ветер юго-восточный 7-12, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха плюс 5-7 градусов. Атмосферное давление сейчас падает, днем будет расти. Так, сейчас падает, днем будет расти. Опять эти качели. То падает, то растет. А я еще удивляюсь, клюет, рыба не клюет. Что она клевать-то будет? Да плюс 8. Обильное таяние снега сейчас будет. Я вам говорю, река будет меняться на глазах. И если там, где мы вчера ходили, спокойно... О, время уже 7 часов. Ничего себе. Московское время 7 часов. Так что не будем тратить много времени, по-быстрому завтракаем и на лед. Встречаемся на льду. Сегодня надо будет все делать быстро, чтобы успеть до таяния льда, потому что лед будет таять быстро. Короче, все сами увидим. Я все покажу. Встречаемся на льду. Ну вот мы и на реке. Как мы видим, она пока стоит. Лунки вчерашние, ни капельки, конечно же, не замерзли. Снег протаял уже местами до земли по берегам. Но лед на перекатах, конечно, он уже очень тонкий, но на плюсиках, на ямках он еще нормальный. И структура, вот что хорошо, что важно, полностью промерзла. Вот этот первый, второй, третий слой, это все сковало морозом. И как бы лед есть. Не знаю, есть ли рыба, но клевать она точно не хочет. Но сейчас посмотрим. Вот тут у меня вчера пробурил вчерашние лунки, тут десяток, наверное. Это ниже по течению. Сейчас проверим сначала их, а потом пойдем проверим вчерашние. Это сколько там я вчера считал? 180
6 лунок, что ли. Ну, короче, будем проверять. Что считать их. Будем бурить, будем искать до упора. До упора будем бурить. Сейчас сегодня полдня точно не надо будет. Нам полдня хватит, чтобы проверить вчерашние лунки. Долго не проверяем, вот буквально раз. Если хариус недалеко, если он хочет кушать, как обычно весной он делает, то он, мормышка, обычно даже дна не на, пока ищешь глубину, она не успевает дойти до дна, хариус ее тут же хапает. Без разницы, с опарышем она, без опарыша. В этом году такого не было. В этом году мы так и не попали. Вот сегодня опять скачок давления. Давление падает, как передавали сегодня по радио. А днем будет расти. Вот эти постоянные качели. То вниз, то вверх, то вниз, то вверх. Видать, очень плохо сказываются на аппетите рыбы. Вот было бы постоянное давление, дня 3-4 хотя бы постояло. Я думаю, все было бы красиво. Но не тут-то было. Так, что впустую снимать? Короче, друзья, включаемся при первой поклевке. Ну вот у нас день, как и вчера, начинается с Васька. Вот такой вот Васечек. Клюнул килька твою дивизию. И как бы ни говорили, что первую рыбу отпускать нельзя, но не могу я его не выпустить, потому что он маленький. Слишком маленький. Был бы хотя бы сантиметров 20, я бы взял его. Маленький-маленький, а пахнет как взрослый. Пахнет так же вкусно. Кто-то говорит, что хариус пахнет огурцами. Не знаю. Я бы сказал так, хариус пахнет хариусом. Огурцы пахнут огурцами. Огурцы силосом пахнут. Я вообще стараюсь, особенно покупную зелень, когда на своих грядках еще куда ни шло. А так они горькие, безвкусные, ну дорогие. Стоимость огурцов скоро по цене мяса уже будет, блин. Мясо есть мясо. А что это огурцы? Трава. Все. Вчера Васечка поймали. Сегодня Васечка поймали. Кто говорит, что мы не рыбаки? Кто говорит, что мы не рыбачим? Рыбачим, еще как рыбачим. Все хорошо. Все просто замечательно. Маленький есть. Если маленький клюнул, по идее, большой тоже должен клюнуть. Вот и думай потом. Может быть, его действительно нету? Может, их выдра всех съела? Или вода пока не такого уровня, чтобы лед подняла, чтобы она нормально начала гулять по реке. Потому что местами завалы, местами зашуговано все. Я не знаю. Не буду ничего загадывать, не буду ничего говорить, потому что я не знаю, что там и как там. На улице стеной идет моросящий дождь. Поклевок нет. Проверено уже около 30 лунок. Вот здесь была еле-еле заметная поклевка. Дернул, так чуть-чуть тук-тук-тук-тук. Показал, что он есть, и все. Вторая поклевка за целое утро. Короче, друзья, убираю камеру. Походу сегодня опять будет снимать нечего. До обеда пробую, обойду все лунки. Если поклевок не будет, даже и моему терпению пришел конец. Скорее всего, будем переезжать на другое место. Сюда, если что,
Может быть, на обратном пути заскочим. Но нет, так и нет. Вон все, поливает дождь, убираю камеру, короче. Пока снимать нечего. Друзья, посмотрите, в каких условиях приходится рыбачить. Это, ну как приходится? Рыбачу в каких условиях. Мало того, что проливной дождь, еще и ветер. Вон, на поверхности льда уже появилась вода. Она просто не успевает никуда уходить в лунки. Она волной идет, просто сверху поливает. С утра не прекращался ни на секунду. Поливает, поливает, поливает. Я, друзья, уже насквозь сырой. Несмотря на то, что куртка у меня ветровлагозащита. Плечи сырые. Шея сырая. У меня по спине уже течет вода. Осталось проверить около 40, наверное, лунок. По-любому я их проверю. И мне кажется, даже моему железному терпению приходит конец. Из 6 вставных удочек, что я оставлял, на одной был покусан червь и замотано. Видать, что-то было там, замотало, сошло. Остальные все черви были целые. Ни одной поклевки. Короче, друзья, ничего хорошего. Проверяю до конца все лунки, сматываюсь, топлю печку в избе, сушу одежду и переезжаем. Переезжаем, домой не едем. Все равно я буду искать. Правда, поедем в то место, где мы были зимой, где испытывали палатку. Попробуем поймать окуня, плотву. Если не клюет хариус, попробуем половить другую рыбу. Не знаю, что буду делать. Короче, все, убираю камеру. Просто меня заливает водой. Вон, посмотрите. Посмотрите, какая стена дождя. И вот так вот с утра ни на секунду не прекращается. Вроде и ветер, вроде и тучи идут быстро, но поливает, поливает, поливает твою дивизию. Смотрите, столько воды на льду, что она уже просто затекает в лунку. Вон, Пашке синты показываю, говорит, как выходит вода с лунки, я видел. А как она заходит, говорит, в лунку, я еще не видел. Вот, показываю, Паш, как она заходит. Но это еще ерунда, это только начало. Я тебе говорю, я видел вот такой слой воды, где-то сантиметров 40, наверное. И такая просто гигантская воронка, и туда затягивает. Скоро здесь будет такое же, если она начала уже стекаться. Вчера еще лед был сухой, сегодня просто на ней столько воды. Это, скорее всего, от дождя. Но и в то же время вода прибывает, и лед, если не успевает подниматься, вот я вам сейчас покажу. Вот он так трескается, вон трещина. Вот она пошла трещина. Лед трескается. Он поднимается, получается. А где лед крепко сидит, получается, по берегам и не трескается, то вся вода, которая прибывает, она становится поверх льда. И она просто туда вот так вот воронкой стекает. Здесь скоро будет так же. Вот смотрите, сколько воды на льду. Ужас, 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 что творится. Поклевок нет. Что самое интересное, в принципе, я сегодня с утра так и не ожидал этих поклевок, потому что, ну, погода такая дрянная. Но в какой-то год шел дождь, я промок полностью, но это был, наверное, 14-й, может быть, 15-й год, не помню уже. Но потом к обеду вышло солнышко, и все наладилось. Я поймал просто пол этого корыта рыбы поймал. Но сегодня ждать не буду. Все, я сказал, проверяю лунки до конца. В избу, готовлю дрова про запас, пока пила есть. Все-таки я на снегоходе привез пилу. Пешком тут пилу таскать не будут, это по-любому. А запас дров никогда не помешает. Все, проверяем, идем сушиться. Я просто уже насквозь сырой. Время 10:30. Мы проверили все лунки, пробуренные вчера. Это огромное количество лунок.
2 или 3 еле заметные поклевки, правда, были, но это ни о чем. Короче, сматываем удочки в прямом и переносном смысле этого слова. Насквозь сырой, затоплю избу. Пока греется печка, быстренько приготовлю дрова и буду сушиться. Сушить одежду, пока не пройдет дождь. Пройдет дождь, переедем в другое место. Все, поехали. Такие места обалденные, блин. Есть рыба, я знаю, что она есть. Но так и не дождался я клёва. Но я не прощаюсь. Лед хороший, быть может я еще в этом сезоне здесь порыбачу. Не теряю надежды до последнего не теряю. Если не на этот раз, то приеду домой, отметим Пасху и с Саньком еще раз приедем и еще раз попробуем. Вот такое вот ветрище, обалдеть, аж сносит, блин. Просто вон, смотрите, что творится. Мало того, что дождь, еще и страшной силы ветер. Вон какие высокие здесь деревья на берегу. Глухарь будет на верхушке сидеть. О, дерево упало где-то, слышно. Слышали? Там наверху вообще сильно качаются вон деревья. Я говорю, глухарь здесь будет на верхушке сидеть и заряд-то не возьмет с такой высоты. С такой высоты-то. Все, пошли в избу. Ну вот я в избушке. Фу. Пока добрался, пока попилил дров немножко. Нас уже не держит, проваливаешься по пояс. Вот нашел сваленную березу попилил. Пока хватит. Нас-то нет, я не знаю, как буду выбираться на снегоходе. Не знаю, повезет мне, ураган нет. Буранка вообще перестала держать, но потому что поливает уже, получается, с ночи. Не прекращаясь, вон. Одежда вся сырая. Повесил сушиться, окна запотели, вон сразу все. На улице дождь. Дождь и ветер. Дождь и ветер сильный. Ураган весь тоже напрочь сырой. Короче, больше, чем годом ранее. При этом сейчас все 100% российских. короче, друзья, расклад такой. Сейчас обедаем. Перекусим. Я кушать пока сильно не хочу. Вот утренняя осталась, картошка с мясом, яичница немного. Перекушу, попью чаю. И пока сушится одежда, поваляюсь немного. Если получится, посплю. Смысл сейчас куда-то выезжать, будешь опять напрочь сырой. Сейчас поездка-то и то получается. Так, сколько время? 10 минут первого. Если прекратится дождь, выеду в другое место. Хотя свои 6 удочек я тут неподалеку поставил на червей. Все-таки есть надежда, еще сейчас высохну. Отдохну немножко и гляну поблизости те места. Вот. Проверить, начал ловиться, не начал. Хотя не, навряд ли. Пока сейчас давление не установится, но ловиться не будет. И выеду сегодня в другое место. Посмотрим, что там. Слушаем. Завтра в Анадыре солнечно, минус 4,6. Анадырь нас не касается. 4 градуса мороза, облачно с небольшим снегом. В Петропавловске-Камчатском 4-6 градусов тепла. В Хабаровске солнечно, около 18 выше нуля. В Южно-Сахалинске солнце и плюс 10-12. В Санкт-Петербурге облачно, небольшие осадки, 0 плюс 2 в ночные часы, днем 3-5 градусов тепла. В Москве переменная облачность, небольшой дождь. Ночью в столице 1-3 выше нуля, днем потеплеет до 6. Небольшой дождь. Только что говорили, что в Москве... осадки в виде дождя с мокрым снегом, плюс 4-6 по области до 7. Сегодня в Москве выпадет четверть месячной нормы. Ну, у нас, наверное, выпало точно чуть-чуть. Радио России.
Сейчас вода просто поднимется. Печора может прогнить и дать подвижки. А у меня там продольники еще. Ну ладно. Короче, друзья, кушаем, сушимся, отдыхаем. Час как минимум пойдет. Час-полтора, а потом видно будет. Здравствуйте, у микрофона Елена Щедрова. Рекламная пауза. Тема сегодняшней программы. Друзья, а мне кажется, мы никуда сегодня не поедем. Посмотрите на эту счастливую морду. Думаете, почему она такая счастливая? А вы послушайте. Какой звук? Этот звук радует сердце, радует душу. И этот звук первого пойманного хариуса. Вот он. Вот он, золотой красавчик. Обалдеть, наконец-то он клюнул. Робко так, нехотя, но клюнул. И я его вытащил на лед. Кто сказал, что на этой реке нет рыбы? Я верил до последнего. Высушился, правда, не совсем, но время уже поджимало. Где-то было, наверное, уже около 2 часов. Я такой посмотрел, дождь прекратился. Вышло солнышко. Думаю, дай-ка я пройдусь. У меня же, как бы я не все вещи собрал. У меня здесь было 6 удочек. Проверил удочки. Они все, как бы... Короче, по воде плывет грязь. Леска вся в тине, там, в грязи. Почистил, тряханул. И начал идти. Просто взял вот эту черную мормышку, на которую... Что-то мне в последнее время уже больше всего нравится рыбачить. Вот такую. После того, как я последний раз крупную... Она просто играет очень хорошо. Я посмотрел в воде. Играет просто супер. И начал идти. Одной рукой тащу корыто, в другой просто по 2-3 раза забрасываю. Раз-два, раз-два. И тут бац. И вот он, Йенсекаден. Ну все. Мы никуда не едем. Мы пробуем до вечера сегодня ловить хариуса здесь. Если один клюнул, значит обязательно клюнет второй. Ну я так думаю. А что покажет на самом деле, увидим. Сейчас поправим опарыша, и прямо здесь же. Здесь нормальная глубина. Как говорится, тут выход с ямы. Тут на повороте ямка. И тут выход с ямы идет. И прямой плес. Этот плес, по идее, должен быть рыбным. Ловили мы здесь не раз и не по одной штуке. Сейчас мы пройдемся по луночкам. Я хотел еще взять бур. Думаю, да ладно, проверю по-быстрому, да поедем. Не стал брать ни бура, ничего. И тут вот она поклевка, долгожданная поклевка. Значит, что-то шевельнулось. Ведь и вчера, и сегодня эти лунки проходил уже не раз. Поклевок не было. И это так клюнул слабенько, так тук-тук. А лунка чистая. Идет так спокойно, толком не сопротивляется. Хотя он не маленький, вон какой пузатер. Он с икрой по-любому. Так, время уже 5 часов вечера. И вот этот хариус так и остался в единственном экземпляре. Это, друзья, была просто замануха. Это было сделано, наверное, для того, чтобы я никуда не поехал, а пошел проверять лунки. Ну, проверил. Все лунки проверил. Пару поклевок таких было и все. Что это такое? Это называется лохотрон. Небольшой выигрыш, чтобы потом проиграть. Но мы, друзья, не проиграли, потому что все, что не делается, все к лучшему. Не поехали, ну и правильно сделали, что на ночь глядя ехать. Мы сегодня нормально. Сейчас разделаем этого хариуса. По-любому он с икрой. Пожарим его сегодня и съедим за чарочкой рыбацкого напитка. Вот так вот. Так что он не зря нам попался. Не зря мы сегодня никуда не поехали. Раньше ляжем спать. Ну а завтра с утра раньше встанем и уже поедем с чистой совестью на новое место. Будем проверять там. Как-то вот так.
Сейчас мы разделываем этого хариуса. Короче, покажу приготовление жареного хариуса от начала до конца. Поехали. Сейчас мы будем его разделывать. Ну что, поехали. Сначала очищаем чешую. Уже подсох немного. Чешую очищаем везде, чтобы потом не мешалось и на спине, и на животе. У них везде есть чешуя. Так. Первый этап пройден. Блин, боюсь я возле лунки с ножами возиться. Утопить можно. Помоем хорошенько. Так. Он уже готов. Кто как разделывает, кто сзади. Я люблю спереди. Ага. О, точно с икрой. Так, а у меня икру-то положить некуда. Вон сколько икры. Красота. А мы ее прямо здесь и оставим в животе. Эту икру. Кишки уберем. А остальное все оставим. Вон сколько икры, друзья, смотрите. Мы сегодня ее подсолим и будем есть соленую. Так. А еще мы сегодня возьмем не только икру. Так. Сейчас посмотрим, чем он питался. Что у него в желудке? Какие-то не больно-то много у него и в желудке. Какие-то маленькие червячки, жучки. Их очень мало. Хариус голодный получается. Чего он не жрет-то, блин? Вон, желудок пустой практически. Показалось, удочка упала. Это просто ветром, наверное. Так. Ладно, ешьте свои потрошка сами. Так, а мы сегодня еще и икра икрой. Мы еще и печенку вот эту внимательно посмотрим. Если никаких паразитов нет. Вроде бы нет. Печенка тоже очень вкусная у хариуса. Мы сегодня ее тоже подсолим. И съедим.
Это вот тоже деликатес. Печень хариуса. Это просто вкуснейшее блюдо. Немножко соли. Мать моя, помню, когда рыбу чистила, всегда у нее солонка была. Черный хлеб. И прямо, не отходя от кассы, доставала печень, убирала желчь, соль. Раз, хлебушка. Я тоже люблю. Ну все. Все мы разделали. Следующий этап приготовления, жарка, будет в избушке. Так что сегодня будет блюдо с пойманного единственного хариуса за 2 дня. И пусть мне попробуют сказать. И пусть теперь мне кто-нибудь попробует сказать, что я не рыбак, что я путешественник. Это что такое? Рыба. Значит, кто я? Правильно, рыбак. Правда, сегодня хреновенький, но рыбак. Встречаемся в избушке. Так, пока совсем не стемнело, решил пильнуть немножко дров. Вот такое дерево упало ветровалом, ураганным ветром. На него сломалось вот второе дерево. Такие деревья пилить можно. Это называется валежник. А дрова пойдет. Сейчас подойдем туда поближе и пильнем. Ага, оно сухое. Раз, два, три. 3 бревна перетащу ближе к избе. И там потом распилю. Бензин кончился. Ну, как раз успел. Раз, два, три, 4. Тут дров будет на неделю, если жить, если не больше. Я вчера стопил, можно сказать, 1 чурку только. 1 раз на ночь подкладывал. Ой, растапливал. И сегодня обед. 2 полежки небольшие. Изба теплая, дров много не надо. Так что сейчас берем и перетаскиваем это все хозяйство. Сейчас сначала возьму топор, сучки отрублю. А потом уже перетащу. Нас уже не держит, проваливается сегодняшними дождями. Снег полностью съел. Кстати, ветер, дождь прекратился, ветер тоже. И начал он немножко подмораживать. Температура уже где-то около 0, -1. Это хорошо. Завтра выезжать хоть легче будет. Так что сейчас принесу дрова. И будем готовить ужин. Встречаемся за ужином. Ну что, друзья, приступаем к готовке ужина. Сегодня наш ужин будет состоять из жареной рыбы. То бишь вот такого хариуса, которого мы все-таки вот поймали.
Вот такая вот и корочка у нас на бутерброд. И печенка даже там есть. Эту рыбу мы сегодня будем жарить. И макарошки. Вон макарошки. Потом в масле из поджаренной рыбы мы эти макарошки тоже поджарим. Так как у нас рыба одна, сделаем из нее две. Для этого она и лучше прожарится, и все такое. Разделим ее вдоль. Вот так вот. Так. Ну как-то так примерно. Примерно получилось как-то вот так. Две половинки. Берем соль. И без фанатизма, ну чтобы и пресным не было, немного подсаливаем. Чуть-чуть. Щепотка соли. Равномерно обсыпали всю рыбу. Вот теперь вот так даже можно сделать, чтобы обтираем, короче, вот так вот. Все, хватит. Теперь это оставляем. Ну как оставляем? Самое главное, чтобы раскалить сковородку. То есть не просто так налил масло, положил, а чтобы она действительно была горячая. Берем нашу сковородочку. Включаем огонь. Можно даже немного убавить. И наливаем масло. И ждем, пока оно разогреется. Масло не жалеем. Нормально льем, чтобы рыба, можно сказать, кипела в масле. Потом мы в этом масле будем жарить еще и макароны. Это даже не макароны, а спагетти. Тоже от Валентины Васильевны. Повторюсь, все, что можно, я беру домой, с дому, готовые. Не надо заморачиваться уже здесь готовить. Ну, такое блюдо, как жареную рыбу, конечно, с дому не беру. Еще бы мы рыбу не брали. Ну, с такой рыбалкой можно было бы и взять, конечно. Ничего страшного. Паучок. Пусть хорошо нагреется. Была одна рыбка, стало две.
Так, ну чё. И родина. Еду я на родину. Пусть кричат уродина. Ну-ка. Все, шипит. Можно ложить. Рыба раз. И рыба два. Блин, даже не влезает в сковородку. Представляете? Какая крупная рыба-то у нас оказывается. Блин, у меня же специально есть жарить рыбу. Вон такая вот штучка. О, а запах пошел. Не из сказки сказать, ни пером описать. Просто супер. Свежежаренный хариус — это запах детства. Отец, помню, на кораблик наловит хариуса, привезет, мать пожарит. И вот такой же запах. Этот запах я помню с детства. Когда разрезаешь рыбу вдоль крупную, она так быстрее просто прожаривается, лучше прожаривается. Царское блюдо у нас сегодня будет. Блин, надо было голову отрезать, конечно. Это у нас по длине она не влезла. Так, немного убавим. Думаю, можно переворачивать уже. Можно, все. И теперь пусть прожаривается до конца. Ёшкин кот. Почти готово. Так, эту рыбу мы закинем в тарелочку. И в этом же масле пожарим макароны. Вы не представляете, какой идет запах. Запах просто обалденный. Вот. Супер. Никаких, как говорится, не то что секретов. Простейший рецепт. Рыба, масло, соль. Вот и все. Самый простой рецепт. Все просто, никакого волшебства. Ну что, готово, наверное, уже?
Так. Пришла очередь макарошек. Что-то я много бахнул походу. Я ж только не съем. Ну ничего, если что останется, завтра утром доедим. С яичницей. С доброй яичницей. На готовку я много времени не трачу. Раз и готово. Буквально 15-20 минут. Какой 15? 10 минут и все. У меня есть на завтра еще есть банка супа. Еще одна банка супа щей. Это мы съедим завтра. Ну и потом... Так, я потерялся в днях. Если что, будем готовить. У меня еще плов в банках есть. Есть пачковый суп со звездочками. С голоду не помрем, найдем что приготовить. Ну, если что, масло есть, соль есть. Надеюсь, надеюсь, рыбки я поймаю. Пожарить хотя бы. Так, пока жарятся макароны. Солится икра. Хлеб у нас на сегодня есть здесь. Остальное на улице. Можно, наверное, чайковского хлебануть. Чашечку. Налить, пусть остывает пока. Все просто, все вкусно, все калорийно и все очень сытно. Я это все не съем даже, у меня останется. Так что давай, друзья, присоединяйтесь. Что-то у меня... О! Бутылка рыбацкого напитка. Еще грамм 200, наверное, осталось. Это вчера, получается, в обед и ужин. 300 грамм, нормально. Сегодня 200, нормально. Пожалуйста, к столу. Ну что, все? Готовы макарошки? Нет? Или пусть пожарятся, а? Я так думаю, пусть лучше поджарятся. С корочкой пусть золотистые будут. Так оно, наверное, вкуснее будет. Еще немного. Еще чуть-чуть. Да. Мой отец говорил, я насчет клёва сейчас скажу. У них была примета в обратную сторону. Это у нас сейчас есть барометры. И мы говорим, о, низкое давление, рыба не клюет или не будет клевать, да? А он говорил всегда наоборот. Допустим, на сети он ловит, перестал ловиться. Он контрольные 1 или 2 сетки оставляет и проверяет периодически. И как он говорил, рыба даже начинает активно двигаться даже при плохой погоде, если на следующий день будет хорошая погода. То есть рыба начинает ловиться даже в плохую погоду. Потому что, видать, давление, ну я по себе думаю, сейчас давление поднимается, рыба начинает двигаться и начинает попадать в сети там, или клевать хорошо. А в обратную сторону он говорил, даже при плохой, даже при хорошей погоде, если рыба перестала двигаться, значит на следующий день будет плохая погода. То есть по рыбе он давал прогноз погоды. Как-то вот так. Вчера было солнце, но рыба не ловилась, уже не ловилась. И сегодня вот оно. Целый день дождь, ветер, и сегодня не ловится. Вот одного поймали, это как бы не результат, но все-таки надежда.
подморозило немного, значит есть надежда на завтрашний день. Что завтра все-таки что-нибудь да поймаем. Но завтра не будем терять времени здесь. С утра сразу собираемся и едем на другой участок реки. Так, ну что, я так думаю, уже все готово. Вон, посмотрите, вот какая вкусняшка у нас получилась. Макароны в рыбном масле, поджаренные в рыбном масле. С ароматом рыбы. Сейчас это немного остынет. И мы будем кушать. Пока выключаемся. Последний штрих. Так. Отдельный бутербродик сделаем для печени, потому что этот деликатес я не хочу. Вот так вот. Смотрите, что у нас получилось. Это печень хариуса соленая. А вот это, друзья, бутерброд с икрой. Представляете, это с одного хариуса можно намазать. Давайте не будем уже. Можно было, конечно, второй кусок намазать, но намажем один. Потолще. Я думаю, хуже не будет, да? Вон такая вот вкусняшка. Вон такая вот вкусняшка. Вот это бутерброд с настоящей красной икрой. Вот она. А не то, что продают в магазинах всякими ешками, эмульгаторами, красителями, там, стабилизаторами. Все природное. Ну, макароны только покупные. Ну, хлеб покупной, масло покупное. Сейчас много покупного, правда. А вот в 90-х мы питались практически тем, что делали сами. Молоко, мясо было свое, хлеб пекли сами, картошку выращиваем сами, денег не было, все делали по бартеру. Приедет фура какая-то с растительным маслом, допустим, валюта была, это картошка. Допустим, столько-то, точно не помню, то ли 2 бутылки масла литровые, ведро картошки, не могу сказать, не могу, забыл. Масло на картошку, бензин на картошку, сало на картошку, гречневую крупу на картошку. Картошку выращивали до 500-600 ведер, каждое хозяйство в среднем. И за счет этой картошки выживали, потому что меняли на продукты лук, арбузы, перец болгарский. Привозили, но денег не было, и все меняли на картошку, бартер. А потом они эту картошку, видать, продавали, или я не знаю, что там с ней делали. Короче, картошка в 90-е у нас была спасительницей, она была конвертируемой валютой, можно так сказать. Все было свое. Скотину все держали тогда. Никто не ленился, никто не плакался, никто не жаловался, что нет денег, что нет работы. Выживали и жили неплохо. Давай выпьем за то, чтобы не падать духом никогда и выживать при любых условиях, какие бы они тяжелые не были. Как говорится, держать хвост пистолетом. Во! Будем.
царская закуска. Сказать анекдот? Вкуснотища, честно говорю, друзья, очень вкусно. Я харизовую икру даже люблю больше, чем семужью. Семужья что-то слишком крупная, она трескается в зубах. А вот харизовая самое то. Сейчас, друзья, расскажу анекдот. Приехал новый русский к доктору, пришел на прием к доктору. Доктор, что за фигня? Я не пойму. Ем красную икру, хожу красной икрой. Ем черную икру, хожу черной икрой. Доктор посмотрел на него, головой кивает. Да. Ешьте то, чем нормальные люди питаются. Понятно, да? Будете ходить тем, чем положено. А теперь... Нет, это оставлю после второй стопки. Это тоже вкусняшка еще та. Сейчас снимем пробу. Как у нас рыбка получилась. Рыбка у нас, конечно, тарелка маленькая для рыбки. Надо было, конечно, бы широкую тарелку. Самое вкусное в харюзе это шкурка. Смотрел у некоторых ролики, умничают, советы дают, что с налима, там, с хариуса. Берут пассатижи и сдирают шкуру. Я смотрю, аж у меня аж сердце кровью обливается. Сдирают шкуру и выкидывают в мусорное ведро. И просмотров там несколько там сотен тысяч, миллионов. Комментарий читаешь: о, спасибо там за рецепт, будем так же делать. Вы что, чокнулись, что ли, вообще? Шкура в рыбе, это в жареном виде, это самое вкусное. Не надо ее выкидывать. Если же уже сняли с налима шкуру, если вам так хочется уже, попробуйте пожарить просто шкуру. Положили на сковородку, масле обжарили, во. А тут дают советы умника, ну, ужас. Я бы на месте ютуба такие ролики фильтровал. Как можно сделать... ладно, слов нет. Ладно, пробуем. Вкусняшка. Я бы действительно с удовольствием вас покормил, угостил. Чертов коронавирус. Как вот сейчас принимать гостей? Никак. Пока эта зараза не пройдет, никакие гости. Вон радио слушаешь. Ужас, что творится. Так что, друзья, пока эта зараза не пройдет, сами в гости ездить не будем и гостей принимать не будем тоже. Дай бог, чтобы это все быстрее прошло. Уж очень мне хочется на Камчатку-то съездить. Серега, привет. Серега с Еленой. Братский вам привет с берегов лесной речки. Как-нибудь я к вам все равно прилечу, или там другой дороги, наверное, нет, только прилететь. Андрюха Новиков ко мне прибирал там. Немного не срослось. Андрюха, привет, если смотришь. Как вот сейчас? Речки пойдут. Если только на весенние продольники подъедешь. Потому что сейчас как раз такая распутица пойдет. Межсезонье. Ледоход.
сюда не добраться будет. Я так думаю, самое оптимальное это весенний продольник. Там можно будет продольники, можно будет закидушки, как ты говоришь, донки. Я просто так не говорю. Тот же фидер можно, почему бы нет, если он яйц клюет на продольнике, также фидер кинул, он также клюет. Так что думай, если будет время. Жду в гости. Ну что, пробуем макарошки? А, макарошки-то как поджарились. Вон как. Ай, супер. Смотрите, с какой корочкой они поджарились. Хрустящая корочка, это вообще обалденно. Вкусные макарошки получились. Ну что, между первой и второй промежуток маленький. И сейчас продегустируем мы печень. Скажу сразу, то что моя мать при разделке рыбы всегда у Хариуса, у благородных рыб ела печень эту. Немножко поправлю. Прежде чем съесть, надо просто визуально осмотреть. Хариус, сиг, вроде да, благородная рыба, но бывают иногда на печенке такие белые точки. Надо, если увидишь белые точки, лучше сразу эту печенку утилизировать, выкинуть. Но прежде чем я ее посолил, я внимательно посмотрел, никаких белых точек, тем более посолил, все нормально. Будем пробовать. Что бы вы ни говорили мне, течу мозгов, не хватает. Такую даль на столько дней. Не клюет же. Как не клюет? Это что? Это рыба, свежая рыба, чистая, экологически чистая, вкусная. Я нахожусь наедине с природой, в избушке, с речкой, ну, со своими мыслями, со своими тараканами в голове. Говорите, думайте, что хотите, но классно. И за это выпьем. Кто живет, как я, тот понимает. Ну что, печеночка? Он такая сладковато, солоноватая. Ну, классная. Классно, вкусно. Во рту тает. Я вам честно говорю, было бы вот столько печени, я бы съел столько. У мелкого хариуса оно не то, а у крупного, чем крупнее хариус, тем вкуснее печень, чем больше печень. Так что сегодня у нас рыбный день со всех сторон. А еще самые вкусные, ну как не самые, тоже вкусные в рыбе, это глаз. Некоторые просто едят рыбу и голову выкидывают. А я вот так беру голову, ну тут половина головы с глазом. И вот так беру. И как бы высасываю. И смотрите, что у меня остается с головы. Одни кости.
Остальное все я съел. У меня хоть ладно, зубы есть там. Я помню, у бати зубов вообще не было в последнее время. Ну вообще, любую рыбу. Жареную, соленую там. Кусок в рот закидывает. Немного челюстями пошевелил. Одни кости. Вот эта мясорубка была. И зубы не нужны. Жалко, конечно, родители ранее ушли. Не хватает мне, конечно, их. Пока живы родители, ты чувствуешь как бы себя еще, тем более в младшей семье, 4-й ребенок. И по коме ребенок это Кага. Последний ребенок в семье это Кага. По коме. Ну, то есть самый младший. И сколько бы тебе не было лет, 20, 30, 40, ты все равно для своих родителей будешь Кага. Ладно, не будем о грустном. Что-то немного нахлынуло. 3 и 4. Вот так и живем. Так и проводим мы свой досуг. Ну как досуг? Это даже не досуг, это есть сама жизнь. Сейчас мы здесь 3-4 дня. Потом дома 3-4 дня. Потом уже навряд ли здесь мы, наверное, уже поедем или на Весновку, или на озера, или еще куда-нибудь. И вот так вот чередуем. Немножко здесь, немножко там. Здорово. Мне это нравится. Я думаю, это понравилось бы многим нормальным, правильным людям. Такая жизнь не может не нравиться. Это прекрасно. Да, есть какая-то степень, конечно, опасности насчет диких зверей. Вот то, что я и чехол-то постоянно с собой вожу. Я в одной руке удочка, в другой руке корыто, на которой лежит чехол. Просто так спокойнее. Без него было бы жутковато, да. Провалиться, ну, в принципе, если снег не выпадет, по льду видно, лед тонкий или толстый. Серый, светлый лед, это там, значит, можно ходить. Если лед темный, черный, значит лед тонкий, туда лучше уже не соваться. Это все приходит с годами, как бы. Но лучше, как говорится, перебздеть, чем недобздеть. Будьте осторожны. Береженного Бог бережет. Я вот стараюсь быть осторожным по возможности. Нравится ДДТ. Давайте с вами, друзья, еще вот так вот чокнемся. Дыньк. Будьте добрее к друг другу. Будьте добрее к окружающим. Будьте добрее по отношению к самому себе. И все у вас получится. Ходите на рыбалку. Ходите на природу. Природа лечит.
У меня сегодня поистине царский ужин. Дверь приоткрытая, все равно жарко. Хотя растопил буквально 2 щепочки такие, ну, от такой чурки где-то 3/4, наверное. Положил крест-накрест, все, уже жара невозможна. Березовую чурку на ночь закину. Половину чурку в одну сторону, половину, чтобы не близко. А то разгорится, очень жарко будет. А так оно будет шаяться, тлеть. И то это зимой в морозы. А сейчас такую нулевую температуру можно вообще дождаться, что печка потухла. В спальник залезли нормально. Ладно, не буду вас долго задерживать. Второй день прошел. Завтра будут переезд, скорее всего. Запланировал, по крайней мере. Завтра будет немножко другая рыбалка. Если доеду, все нормально будет. Это будет завтра. Ну а пока... Что уже оставлять-то ее? Пока крайняя стопочка. Пузырек рыбацкого как раз на 2 дня хватило. Все нормально. И считаю, это норма. И с бутербродом с красной икрой, и с рыбацким напитком я хочу вам пожелать, друзья, доброй ночи и завтрашнего счастливого дня. Будьте здоровы. В наше время это самые лучшие пожелания. Крепкого вам иммунитета, крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким. До завтра.